Они снова вместе, как и много лет тому назад. Шумной гурьбой идут по коридорам, охваченные вихрем воспоминаний. Их называли самым дружным и самым веселым классом – 15 девчонок и 20 ребят. Даже спустя годы педагоги, которые работали в этой муслюмовской средней школе, теперь она именуется лицеем, помнят каждого из 11 Б. Замечание ясыйсы югы олардың чектерміне білерге тілеп отыралары. Койсысының койда отырғандарына қадар исті. Менә хәтта минем хәтеремдә бар, хәтталар Ленинның тезисларында менә ничектер үзләрен аша тәнкыйтьләп әйтүчеләре булды. Мин бик яшь укытучымын ул вакытта. Ул вакытта миңа 24-25 булгандыр. Тыңламадылар дип әйтә алмыйм инде. Алар бит үзенчәлекле класс иде. Бик яратып кабул иттеләр алар минем укытуымны. Алар әдәби кичәләр үткәрдек. Язучыларның бөтен юбилейлары шулар белән актив и шундый. У каждого из них своя судьба, у каждого свое прошлое. Из 11 Б у себя на родине в Муслюмском районе остались лишь единицы. Остальные разлетелись по стране кто куда. Кто-то стал знаменитым учителем, кто-то известным врачом, а кто-то выбрал сложную, но не менее важную профессию – профессию журналиста. Одноклассники сегодня вспоминают, что сочинения Айдара Салимгараева списывали всем классом. И уже тогда, в такие далекие 80-е, его будущее как будто бы уже было предопределено. Стен газету вместе выпускали. Шулчакта уже язаин, был стен газетлараны. Мен художник. Олег Валентинович тоже шел художник в классларында. Шел. Ну, класс, то есть, был творческий, да? Активный класс. Вот говорят же активный во всех отношениях. Сочиненияларны зрянық матур яза тұрғаны, шундый зур итеп яза тұрғаны, кайшагында безгә күчәргә биргәндә әзрәк итеп яза әле, пожалуйста, дип әйтә торганы. Айдар акыллы, шундый күп укыйдырый ул. Һәм аның йөрешендә, менә кыяфәтендә дә шундый акыллылык һәм киләчәктә менә шундый перспективалы, шундый югары урыннарда утырырга тиешле кебек уже шунда сизеләдер яның. Аның почерки шулай вак-вак кына әйтеп язадыр. Һәм портфеле шундый матур, представительский, теге профессорларның кебек портфеле, ана ул истәе. На этой неделе Айдару Салимгараеву уже вручили портфель министра. Новый руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям представил руководитель аппарата президента Азгат Сафаров. Айдара Салимгараевича, вы его прекрасно все знаете, бок о бок многие годы с ним работали. И мы пожелаем ему более интенсивной работе во благо развития отрасли. Новый министр медиаотрасли, по сути, прошел весь путь от простого корреспондента до руководителя всех СМИ в Татарстане. Поэтому знает медиасферу, как говорится, изнутри. Айдар Салимгараев несколько лет возглавлял Нижнекамскую телерадиокомпанию. Вот уникальные кадры из архива НТР, где молодой руководитель в кругу своих единомышленников. За эти годы компания НТР прошла сложный и серьезный путь, но именно руководителю приходилось решать задачи самого разного уровня. Конец 90-х и 2000-е годы – это золотое время было для нашей телекомпании, потому что это время мы учились в основном. Учились всему, мы пытались быть самыми крутыми. Весь огонь он принимал всегда на себя. Вот до нас, до творцов, до новостников, там, газетчиков, радищиков, вот этот огонь, который он всегда есть, он до нас не доходил. Поэтому мы были всегда спокойны. Мы могли спокойно работать. В годы руководства Салимгараева визитной карточкой НТР стал фестиваль «Культура в эфире». Поговорить о культуре и презентовать свои работы в Нижнекамск съезжались сотни журналистов со всей России. Мастер-классы здесь проводили Михаил Швыдкой, Нина Зверева, Антон Хреков, Михаил Сладков и Вячеслав Зайцев. Нижнекамск был самой настоящей культурной столицей. Мы, конечно, чего бы хотели наше журналистское сообщество Татарстана также сплотить, как в свое время это было сделано на НТР. Может быть, организовывать какие-то большие фестивали, которых сейчас не хватает, как в свое время при как раз Айдаре мы организовывали «Культуру в эфире». А это уже первая встреча с журналистским сообществом Татарстана и первое интервью в новой должности. Айдар Салимгараев уверен, что коллектив Татмедиа не потребует серьезной корректировки. Но все же новый руководитель в своей новой работе намерен сделать акцент на укреплении связи между СМИ, людьми и властью. Перед нами республика ставит президент в первую очередь ставит большие задачи по интенсивной работе, именно выстраивание коммуникации с населением, рассказ о тех изменениях, о поступательном развитии республики.
Многие из его коллег говорят, что Айдар Салимгараев – эффективный менеджер и очень честный, открытый человек, всегда готовый к диалогу. И сегодня сотрудники медиасферы пребывают в ожидании качественных перемен. Сама медиаотрасль, вы же понимаете, она относится сегодня к одной из самых динамично развивающихся. То есть мы, просыпаясь утром, не всегда знаем, что нового еще привнесла наша жизнь, современные технологии и те или иные стартапы именно в медиапространство, в медиасреду. И управлять, координировать деятельность такого пространства – это тяжелейший, это адский во многом труд. Да? Я думаю, что ему придется столкнуться с вопросами, связанными с финансированием отрасли. Не секрет, что, к сожалению, зарплата у журналистов низкая. И, конечно же, с повышением уважения, авторитета редакторского корпуса. Ну и хотелось бы, чтобы в нашу отрасль пришли мужчины, поскольку журналистика в последнее время приобрела женское лицо. В Муслюмово, где учились сразу 3 министра образования республики, в том числе и ныне действующие, уже готовят место на доске почета для руководителя агентства Татмедиа. Говорят, что фотографию министра, которую, кстати, опубликовали на этой неделе практически все СМИ республики, появится и в этой школьной газете. Кто знает, возможно, кто-то из этих ребят также выберет профессию журналиста. Тем более, что теперь им есть с кого брать пример. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Михаил Любимов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.